Что хочешь? Финансовая независимость. Ты готова после этого разбора, например, начать работать? Да. Уверена? Ну, значит, это твоя, не твоя цель. Отношения? Ты после разбора готова к серьезным отношениям? Да. Точно? Да. Допустим, ты можешь выбрать цель выйти из программы мамы. Сепарация с мамой. Давайте вот это сделаем. Да. Вот это цель. Чего? Аспирин бердің бе иә? Аспирин алдың ба? Алған жоқпын. Аптека берген жоқпыз. Так, айымдар, барыңыздарға салам, қандайсыздар? Білесіздер, көпшілік айымдар 95%, 99 деп смело айта аламын, айымдар әрдайым баяғы апасының тағдырында жашайды да. Азыр бұл жақта кішкене жақынырақ отырып алып, берілсе. Разборду өзім емес, башқа айыма қылып беремін. Вот қандай болады разбор без лица, без ничего, полностью босатып береміз. Разборды қайталамай жоқ. Только көріп отырыңыздар, и вы для себя поймете, сізде бар бұл ушул нәрсе жоқ бұл. Разборду именно менден самостоятельно разбор алып, үйренген айымдар алып жазсаңыздар болады. Бирок мурун кийин разбор албаган, разборду көрүлек айымдар в общем жасагансыздар. Поле кантип ачылат, ичинде эмне информация ачат билбесеңиздер в общем жолуңуздар. Анан мага пакет разборлорго келип, анан бүт разгребать этип отурасыздар. Эми бул жакта запрос. Просто человек не знает, чего он хочет. Элестетиңиздер, адам бул жакта отурган айым азыр жашоодо эмнени кааларын билбейт да. Например, эмне деген максаттар бар дейт да. Какие цели есть, мага айтып көрүңүз, я выберу дейт да. Допустим, финансы дедим да. Финансын алгандан кийин, разбордон кийин действие кылыш керек да. Азыр мисалы финансын разбор кылсак, иштеп баштаганга даярсыңбы десем, жок дейт. Отношенияны разбор кыл дейт. Отношенияны азыр разбор кылганда там серьезные отношения вступать эткенге даярсың десем, ооба дейт. На самом деле не готова. Понимаете? Просто адам даяр эмес. И дагы бир нерсе, ата-энем менен хочу разобраться дейт да. Алардын, короче, принятие родителей да, ата-энени кабыл алгым келет дейт. Но ата-энени кабыл алганда бул жакта ата-эне разбор медитациялар бар, аларды полностью кабыл алыш үчүн. И бул жактан биз конкретно цель койдук, именно апанын тагдырынан чыгуу. Көпчүлүк айымдар именно апанын тагдырына кирип кетет дагы, и ушул жактан переживать этип жашай берет. Эми бул жакта ситуация до, мен силерге понятно ушуну айтып берейин. Ситуация до, апасы постоянный контроль кылат, апасы кызы катары кабыл албайт, воспринимает как баягы ажырашып кеткен жолдошу катары кабыл алып, жолдошуна болгон обидаларын көпчүлүк учурда аял кишилерде ушул нерсе да, эң улуу баласынан күйөөсүн көрөт, өтүп кеткен күйөөсү болобу, ажырашып кеткен күйөөсү болобу, ошол күйөөсүн көрө берет, көзүнө ошол көрүнө берет да. И ошондон кабыл алуу жок болуп эле улуу балдар отверженный болот да. Көпчүлүк учурда жоопкерчиликтүү болот, ты должна деген системада жашайт да, сен кылышың керек, сен милдеттүүсүң. И азыр ошол теманы полностью будем разбирать. Себя поставь, где себя видишь. Бул жакта көбүнчө орусча болот, поэтому таң калбайбыз. Где видишь маму? Папу где видишь? И смотри, вот это ты. Здесь папа, он на своем месте лежит, да? Тут все нормально. С папой все хорошо. Но у тебя ты поменялась местами с мамой. Ролями с ней поменялась. То есть, бул жакта, когда вот места меняются, когда ты стоишь на месте мамы, ты живешь жизнью мамы. Ты смотришь глазами
мамы. То есть на мужчин ты смотришь глазами мамы. Из этого у тебя тут отношений нету. То есть доверия нету мужчинам, да? Потому что мама, получается, тут развелись с папой. Yok ажырашып кетти. Еркектерге только негативные алып калды да подсознаниеда мама, да? И поэтому ты на жизнь тоже смотришь глазами мамы, если так посмотреть. Мүмкүнчүлүк жок, страх что-то начинать, нету энергии что-то начинать. Тупо жизнь. То, что она проживает, делаешь то же самое. И тут она на твоем месте стоит. Сен ордыңда турат дагы, бул жактан что она делает? Как будто ты ей мама. Она себе все претензияны айтат, сен андайсың, сен мындайсың, саған муну кылышың керек, сен мага тигини кылышың керек, милдеттүүсүң дегендейчи. Таарынганда ошондон. Кто обижается? Ребенок обижается на маму, но ни в коем случае родители не обижаются на детей, да? Бул жактан родители дают, дети получают болгондо, ты, получается, маме даешь. И утечка энергии туда уходит. Может быть, материально там алгаланы бербейсиң, но эмоционально ты ей отдаешь максимально. И вот здесь между ними стоишь, и получается, ты на мужчин смотришь глазами мамы, между ними же стоишь, и на все между ними глазами, получается, мамы смотришь, у тебя принятие папы само по себе есть. Просто из-за того, что ты смотришь глазами мамы на него, ты не можешь его принять. Нужно вот здесь восстановить. А вот здесь он на своем месте. Просто местами поменялись. Окей, теперь почувствуй. Вот что здесь чувствуешь? Ничего я не чувствую. У мамы почувствуй. Страх, обида, разочарование, слезы. У папы. Отчаяние. Смотри, ты 50% состоишь из папы и 50% из мамы. То, что они чувствуют, ты чувствуешь. То, что у них происходит, происходит у тебя. По сути, это происходит сейчас не у них жизнь, у них само по себе происходит, это все у тебя. Бяхтан эмоциялар, это что происходит, это все у тебя. Вот так. Немножко теперь маму отодвинем. И теперь представь, что это твои претензии к маме. Вот Мону кармап туруля, выскажи все претензии к ней. Какие у тебя претензии к маме есть? Что ты хочешь ей сказать, донести? Я хочу донести то, что она все-таки старше меня, умнее меня. И это моя мама. И ни в коем случае, чтобы она не ставила меня в роли своего мужа, не знаю, выше ее. Потому что мне кажется, что она ставит меня выше себя. Да. И, подсознательно. Да, подсознательно. И мне всегда кажется, что я в ответе за нее. А ведь Да, в да, этой вот жизни... так и есть. Ты в ответе за нее, как за своего ребенка. Да. Потому что ты вот так местами поменялись. Я не в ответе за нее. Я хочу сказать маме, чтобы она меня полностью отпустила, дала мне свободу. А то она мне перекрывает мой воздух, кажется. Или это мое сознание, что она перекрывает. Жить не дает. Да. Постоянно контроль меня очень мешает мне. У нее своя жизнь, она должна двигаться дальше, так же, как и я. Какие еще претензии? Ну, хочу, чтобы она видела в ней ребенка, а не старшего ребенка, которого должна все делать. Я ведь ничего не должна никому, тем более ей. Да, ничего. Родители, они решили меня родить, воспитать. Они должны до 18 лет, они должны, потому что я их не заставляла меня рожать. И родители не выбирают детей. Они получают то, что воспитывают. Что чувствует мама? Посмотри на мою фигуру мамы. Что она говорит? Ты же что-то высказала. Я такую же обиду, страх чувствую. Ничего больше. Обида, страх. Да, мне кажется, она боится меня отпустить во взрослую жизнь, которую я уже увидела. Она думает, что я еще не сняла свои розовые очки. Она все еще боится, что я та же наивная девочка, которая была 5 лет назад, или год назад, или 1,5 года назад. Получается, это ее страхи, видишь? Да, и эти страхи... Это ее ошибки, которые она сделала.
молодость. Она боится, что ты их повторишь, да? Да. Мгм. Как она на тебя смотрит? Как? Как она на тебя смотрит? Я не могу. Ну, я чувствую, она на меня смотрит не как на ребенка, а в целом на большого, на человека огромного, да? И требую, слишком много требований. От тебя, да? Да. Окей. Теперь разумная фигура, да? Возвращайся и говоришь, мама. Просто повтори за мной, мама. Мама, Мне не хватало от тебя тепла, мне не хватало от тебя тепла, любви, любви, ласки, ласки, заботы. забот. Я была предоставлена самой себе. Я была предоставлена самой себе. Не было такого, Не было такого, чтобы ты остановилась, чтобы ты остановилась, посмотрела прямо в глаза посмотрела ему прямо в глаза и сказала, и сказала, что любишь меня. что любишь меня. Мне всегда хотелось услышать это от тебя, Мне всегда хотелось услышать тебя от тебя, мама. мама. У меня к тебе претензии, мама. У меня к тебе претензии, мама. Теперь как она реагирует? Мне нечего сказать. Как она смотрит на тебя? Тут уже пустота. Теперь өзүңдүн. Мама, я не чувствую тебя. Мама, я не чувствую тебя. Мама, я тебя не чувствую. Мама, я тебя не чувствую. Услышь меня. Слышь меня? Почему ты меня не слышишь? Почему ты меня не слышишь? Теперь что она чувствует? Раздражение, злость. Что у нее поднимается? Смирение какое-то. Теперь она смотрит на тебя, но кто за тобой стоит? На самом деле она не смотрит не на тебя, кто за тобой стоит. Увидь. Кто за мной стоит? Да. Она смотрит на тебя, но вот эти все ее обиды, вот эти все ее ожидания не от тебя. Это кто? Это муж. Муж, да? Папа, да? Вот ты здесь вот стоишь, на самом деле это не ты, а вот это ее обиды не к тебе, а к нему, да, видишь? Вот сюда. Теперь мама говорит. Доченька, Доченька, я перепутала. я перепутала. Я все время воспринимала тебя Я все время воспринимала тебя как твоего папу, как твоего папу, у которого у меня очень большие обиды. у меня была очень большая обида. Только сейчас я увидела тебя Только сейчас я увидела тебя как своего ребенка. как своего ребенка. Сейчас я вижу тебя. Сейчас я вижу тебя. Я очень сожалею, Я очень сожалею, что из-за того, что что из-за того, что не видела тебя, не видела тебя, ты не недополучила от меня любви, ты недополучила от меня любви, ласки, ласки, заботы, заботы, внимания. внимания. Я очень сожалею. Я очень сожалею. Прости меня. Прости меня. Но сейчас я готова тебе это дать. Но я сейчас готова тебе это дать. Подойди ко мне, пожалуйста. Подойди ко мне, пожалуйста. Хочешь подойти к мне? Да. Вот это убирай претензию. И ты подходишь к маме. Фигуру переставляй. Что ты чувствуешь? Легкость. Вот так. Легкость. Как будто у меня второе дыхание открылось. Как она на тебя смотрит? Что делает? Она меня отпускает, потому что она понимает, что у нее своя жизнь сейчас. И явно ей не до меня, да, сейчас. Как ты себя чувствуешь? Я себя чувствую очень плохо. Почему? Я не знаю. Что выходит? Может, есть какие-то обиды, претензии? Обиды нету. Я просто... Я просто... Походу, я сама не могу ее отпустить. Мне вот, что она меня вот это все приняла, отпустила. Да. Сколько тебе тут лет? Дадим? Мне... Да. Мне... Нет. 10, 12. Это еще 3 класс, когда они только развелись.
Мгм. Вот. Что ты чувствуешь здесь? Не очень. Что ты хочешь от мамы? Что ты хотела, но не получила? Я не знаю. Я не могу разобрать. То есть ты там застряла, да? Да. Когда вот они развелись, мама не дала тебе той поддержки, которая тебе нужна была на тот момент. Да, потому что она всегда говорила, а там мандая, там тынды. А ведь я ребенок. Я ничего не знала. Мне тогда 12 было, я 3 класс. Я вот за своим братиком, он был очень маленьким. Я за ним смотрела, как ее мама. Просто то, что она травила своими словами меня, что я чувствую вот эти травления, как она мне психику просто могла разорвать. Что ты здесь хочешь сказать маме? Я хочу сказать маме, чтобы она лишнее не говорила, потому что у нее слишком острый язык. Она может наговорить на эмоциях, но эмоции надо всегда придерживать, как по мне. И такому маленькому ребенку нельзя все это говорить, потому что она мне оставила детские травмы. Мама говорит, доченька, Доченька, я очень сожалею. очень сожалею. Я даже представить не могла, Я даже представить не что могу, тебе было настолько больно и обидно. что не могу представить, что тебе было настолько больно и обидно. Я сожалею, что не была такой чуткой мамой, Я сожалею, что я была такой нечуткой мамой, которой ты хотела. которой ты хотела. Прости меня. Прости меня. Я очень тебя люблю. Я очень тебя люблю. Я думала, что если я накормила, Я думала, если я накормила, одела, одела, обула, обула, позаботилась о вашем тепле, позаботилась о вашем тепле. это и есть проявление любви. И это и есть проявление любви. Именно так меня научили. А именно так меня научили. Я думала, что я делаю правильно. Я думала, я делаю правильно. Но сейчас я понимаю, Но сейчас я понимаю, что это было неправильно. что это было неправильно. Что тебе нужна была моя ласка, Что тебе нужна была моя ласка, забота, забота, мои обнимашки. мои обнимашки. Не бывает таких мам, Не бывает таких мам, которые не любят своих детей. которые не любят своих детей. Бывают только те, Бывают только те, кто не умеет проявлять ее. кто не умеет проявлять ее. И моя любовь к тебе И моя любовь к тебе — — это как солнце. это как солнце. Даже если его не видно, Если даже его не видно, но есть. но есть. Даже если оно не светит, Если даже она не светит, оно есть. оно есть. Точно так же Точно так же моя любовь к тебе. моя любовь к тебе. Даже если я ее не показываю, Если даже я ее не показываю, всегда чувствую всегда чувствую свою любовь к тебе. свою любовь к И тебе. до сих пор чувствую. До сих пор чувствую. Все, что ты недополучила в детстве, доченька, Все, что ты недополучила в детстве, доченька, я хочу дать это сейчас. я хочу дать это сейчас. Теперь он тебя обнимает. Что ты чувствуешь? Дрожь по телу. Тот возраст. Вот в то время, когда они развелись, возвращайся в этот возраст. Он тебя просто обнимает. Поддерживает. Наконец-то, мама. Наконец-то, мама. Как же мне этого не хватало. Как же мне этого не хватало. Как же мне не хватало этих слов. Как же не хватало мне этих слов. Как же мне не хватало этой любви, Как же мне не хватало этой любви, ласки, ласки, твоего тепла. твоего тепла. Точно так же. Точно так же. Теперь что ты чувствуешь? Обними ее. Я чувствую себя ребенком. Наполняйся этой любовью.
Он тебя обнимает, целует. Говорит, что всегда будет рядом. Представь, что в этом мире только ты и мама. Больше никого нету. Она говорит, я так люблю тебя. Ты самая важная, самая лучшая. Я так горжусь тобой. Я очень люблю тебя. Представь, что твое тело расслабляется, тебе хорошо. Тебе безопасно в объятиях мамы. Почувствуй теперь, как ты растешь. Это любила. Это очень быстро. Угу. Мне уже 20. Угу. Это время, вот эти миллион с 12 до 20, мне прошло так. Моментально. Мигом. Угу. Ну ты выросла в любви. Да. Мама, что ты теперь к маме чувствуешь? Я чувствую то, что она больше, чем я. Угу. Она выросла, да? Да. Я не вижу ни жертву Угу. и не строю из себя жертву. Угу. Принятие мамы есть, да? Да. Давай последнее. Ох, меня так отпустило. Ужас. Легкость, да? Да, знаете, я начала так дрожать-то, что мне У него сейчас здесь станет. сердце вот это. Кармак трогано меня отпустило. Прикиньте, я настолько волнуюсь. Волновалась. И я думала, сейчас у меня будет не принятие себя, как в тот раз. А сейчас она меня приняла полностью. Я приняла ее. Угу. Ты говоришь, ты большая, я маленькая. Ты большая, я Я маленькая. хочу оставаться маленькой. Я хочу оставаться маленькой. Ты здесь мать, Ты здесь мать, я здесь дочь. я здесь дочь. Я хочу видеть в тебе маму. Я хочу видеть тебя, маму. Возможно, Возможно. ты меня с кем-то перепутала, Возможно, ты меня с кем-то перепутала. но в этой жизни Но в этой жизни ты можешь быть ты можешь быть только матерью для только меня, матерью для меня. а я твоим ребенком. А я твоим ребенком. Так правильно. Так правильно. Я люблю себя. Я люблю себя. Угу. Какие чувства? Легкости. Ага, вдох-выдох. Прям здесь жүрегім қысылып отқан, да? Прям отпустила. Мне, знаете, как плохо стало? Я вот уже дрожала. У меня вот слезы, которые... У меня эмоциональные блоки уже были. Угу. Я взяла, сейчас только что заплакала. Мне очень легко. Мне кажется, мама стала на свое место. Угу. Возвращаем ее рядом с папой твоим. Угу. А себя рядом с мамой. Теперь как чувствуешь здесь? Баланс. Угу. Нравится? Да. Как они стоят? Теперь как мама смотрит на папу, посмотри. Что-то. Нет, да, ничего. Ну, теперь нам нужно понять папу. Как папа смотрит на маму? Он скучает. Да? Да. Угу. Он жалеет. Угу. У него, знаете, чувство разочарования в себе, что ли. Ты что он сделал, да? Все это неправильно. Да. Угу. И у него чувство ненужности. Он сейчас думает, что он никому не нужен. Угу. Окей. У мамы есть обида на него? Нет, Что он чувствует? она ничего не чувствует. Угу. Я закрыла вот эти, да? Перекрыла все. Да, Теперь мама смотрит на папу и говорит, я злюсь на тебя. я злюсь на тебя. Ты испортил мне жизнь. Ты испортил мне жизнь. Ты унижал меня. Ты унижал. Ты избивал меня. Ты избивал меня. Ты выпивал. Ты выпивал. Ты изменял меня. Ты изменял меня. Ты не участвовал в воспитании детей. Ты не участвовал в воспитании детей. Я все тянула на себя. Я все тянула на себя. Все было на мне. Все было на мне. Мне очень больно. Мне очень больно.
И обидно за такое отношение к себе. И обидно за такое отношение к себе. Я чувствовала себя одинокой, Я чувствую себя одинокой, униженной. униженной. Я ненавижу тебя. Я ненавижу тебя. А помнишь? А помнишь? И вот это вспоминай. Какие моменты выходят в голове у мамы? Обиды ее. Где она оставалась на Джейло, только с нами. Я помню, мы когда жили в СП, он бил ее. И я помню те разговоры, где она звонила женщине и говорила, что они суки. Она из-за него осталась одиночкой. Она думала, что никто... То, что он сломал ее жизнь. Ты каждый день приходил пьяный. Каждый день приходил пьяный. Ты бил меня. Ты бил меня. Ты не хотел работать. Ты не хотела работать. Мне приходилось работать на 2 работах. Мне приходилось работать на 2 работах. Все деньги Все деньги. отдавал. Кому он отдавал? Своим любовницам. Все свои деньги ты испивал, тратил на своих друзей. Ты тратил это все в другие места, но не на своих детей. Ты один раз купил своей дочке в 3 классе школьную форму. И то делал одолжение. Это и твоя дочь, твоя плоть и твоя кровь. Что чувствует папа? Он отпустил голову. Чувство вины, да, у него? Да. Может быть, у него тоже какие-то есть претензии к маме? У отца? Да. Да. К моей маме? Да. Нет, нет. Что так? Ты совсем... Папа говорит, ты совсем забыла про меня. Ты совсем забыла про меня. Когда родились дети, Когда родились дети, ты отодвинула меня на 2-й план. ты отодвинула меня на 2-й план. Ты обесценивала меня. Ты обесценивала меня. Ты постоянно меня пилила. Ты постоянно меня пилила. Ты всем была недовольна. Ты всем была недовольна. Я не чувствовала от тебя любви. Я не чувствовала от тебя любви. Как мужчина. Как мужчина. Я недополучала от тебя женской энергии. Я недополучила от тебя женской энергии. Той энергии, Ту энергию, которая заставляла бы меня возвращаться домой. которая заставляла бы возвращаться меня домой С радостью. с радостью. Я согласен со всеми твоими претензиями. Я согласен со всеми твоими претензиями. Я ничего не отрицаю. Я ничего не отрицаю. Я готов все это признать. Я готова все это признать. Я готов. И я прошу у тебя прощения. Я прошу от тебя прощения. Прости меня. Прости меня. Прости меня за все. Прости меня за все. Как жаль, что мы не смогли сохранить чувства, Жаль, что мы не смогли сохранить чувства, из-за которых мы соединились с тобой как пара. из-за которых мы соединились с тобой как пара. Какие тут еще? Посмотрите на маму. Что она чувствует теперь? Знаете, мама отпустила уже его, давно простила. И сейчас абсолютно наплевать на него. Просто они уже чужие люди с общими воспоминаниями. Возможно, Возможно. мама говорит, мы с тобой были детьми, когда поженились. Мы с тобой были детьми, когда поженились. И мы просто обижались друг на друга, как дети. Или просто обижались друг на друга, как дети. Сейчас я это понимаю, Сейчас я это понимаю. что, возможно, Что, возможно, я тоже где-то невнимательна к тебе, как мужчина. что где-то я был невнимательный, как мужчина. Возможно, моего женского не хватило для тебя. Возможно, моего женского не хватило для тебя. Но сейчас Но сейчас я хотела бы это восполнить. я бы хотела это восполнить. Представь, как они подходят друг к другу. Мама кладет голову на плечи папы, и они обнимаются. Может быть, это те времена, когда они еще были женаты. Да, классно было. И представь в этот момент, как у них все обнуляется. Обнуляется до нуля, которые они становятся Да, ничем. все отношения. Нет просто вот претензий, что было, это все обнуляется. Да, обнулилась. И в этот момент мамина женская энергия перетекает в папину. Это те времена, когда они еще были женаты. Мама такая красотка была.
Папа становится счастливым. Он становится намного моложе. Мама тоже. И они смотрят друг на друга с теплотой. Мгм. Что ты чувствуешь? Тепло. Мгм. И внутри тебя сейчас уравновешивается и мама, и папа. Да, спокойствие. Мгм. Может быть, у тебя много было мамы, а папы не было. Мгм. Он был на заднем плане, да? Да, сейчас они наравне сейчас стоят. Мгм. Рядом, да? Теперь у тебя внутри есть и мама, и папа. М? Теперь у тебя внутри есть и мама, и папа. Мгм. Да. И такое ощущение, как будто все стало на свое место. Правильно. Да, абсолютно верно. Мгм. Мне сейчас очень даже легко дышится. Мгм. Что чувствуешь теперь? Баланс. Мгм. И теперь? Спокойствие. И то, что у каждого своя жизнь. Мгм. Теперь мама говорит: доченька, Доченька, я очень сожалею, я очень сожалею, что ты все свое детство была вовлечена во все наши разборки, что ты все детство была вовлечена на наши разборки, наши отношения. наши отношения. Я сожалею, что мы не смогли защитить тебя Я сожалею, что мы не смогли защитить тебя от наших разборок, от наших разборок, скандалов. скандалов. И в результате всего этого И в результате всего этого ты стала смотреть на папу ты стала смотреть на папу моими глазами, моими глазами, а возможно на меня возможно, на меня глазами папы. глазами папы. Все твои обиды, Все твои обиды, которые ты чувствуешь к папе, которые ты чувствуешь к папе, или твое мнение о папе, или твое мнение о папе, о том, что он не такой уж и сильный, о том, что он не такой уж сильный. все эти ощущения тебе не принадлежат. Все эти ощущения тебе не принадлежат. Это мое. Это мое. Сейчас я их забираю у тебя. Сейчас я их забираю у тебя. И разрешаю тебе И разрешаю тебе смотреть на папу смотреть на папу своими глазами. своими глазами. Я разрешаю тебе любить папу. Я разрешаю тебе любить папу. Я разрешаю тебе любить папу открыто, Я разрешаю тебе любить папу открыто. без страха обидеть меня, Без страха обидеть меня. без страха, что я отвергну тебя. Без страха, что я отвергну тебя. Я разрешаю тебе подойти к папе. Я разрешаю тебе подойти к папе. Так как ты все время смотрела на папу Так как ты все время смотрела на папу моими глазами, моими глазами, как ребенок, как ребенок. ты даже не была знакома с папой. Ты даже не была знакома с папой. Я сейчас хочу познакомить тебя. Я сейчас хочу познакомить тебя. Это твой папа. Это твой папа. Представь, как она берет тебя за руку, и ты подходишь к папе. И дает разрешение любить папу. Теперь что ты чувствуешь к папе? Любовь? Мгм. Мне к отцу вообще нет никакой претензии Мгм. Как у ребенка не бывает претензий. к родителям. Да. Нет, было никаких претензий? Нету вообще. Мгм. Очень хорошо. Как он сейчас на тебя смотрит? У него полно любви ко мне. Угу. Я говорю: доченька, прости меня. Доченька, прости меня. Пожалуйста, отпусти все, что Пожалуйста, отпусти все, что у тебя на сердце. у тебя на сердце. Не смотри в прошлое, Не смотри на прошлое. смотри в будущее. Смотри в будущее. В моей жизни, В моей жизни, в моем детстве в моем детстве происходили такие события, происходили такие события, которые повлияли которые на того, повлияли какой я, на того, какой я муж, отец, отец, человек. человек. Я очень сожалею, что это коснулось тебя, Я очень сожалею, что это коснулось тебя, что я не оказался таким папой, что я не оказался таким папой, которого ты хотела. которого ты хотела. Пожалуйста, Пожалуйста, не обращай на нас внимания с мамой, не обращай на нас внимания с мамой, на наши разборки. на наши разборки. Мы можем расходиться, Можем расходиться, сходиться, сходиться, оскорблять оскорблять и любить друг друга. и любить друг друга. Но это тебя не касается. Но это тебя не касается. Мы разберемся сами, Мы разберемся сами, потому что мы большие, а ты маленькая. потому что мы большие, а ты маленькая. Мы большие, а ты маленькая. Мы большие, ты маленькая. Я хочу сказать тебе, Я хочу сказать тебе, что я тебя очень люблю. что я тебя очень люблю. Все, что тебе нужно знать, Все, что тебе нужно знать, это то, что я дал тебе жизнь. это то, что я отдал тебе жизнь. Остальное пил я,
постоянно пил, дрался, дрался, был немощным. был немощным. Именно так я прохожу опыт своей души. Именно так я прохожу опыт своей души. Но для тебя Но для тебя я всегда остаюсь твоим папой, я всегда остаюсь твоим папой, который очень тебя любит, который очень тебя любит, который дал тебе жизнь. который дал тебе свою жизнь. Я Ой. прошу тебя Я прошу тебя смотреть на меня смотреть на меня именно с этого ракурса, именно с такого ракурса, с места ребенка. с места ребенка. Остальное тебя не касается. Остальное тебя не касается. Я тебя очень люблю. Я себя очень люблю. Я очень горжусь тобой. Я очень горжусь тобой. Я благословляю тебя. Я благословляю тебя. Я благословляю тебя. Я благословляю тебя. Быть счастливее, Быть счастливее, успешнее, успешнее, удачливее, удачливее, быть реализованнее, чем я. быть реализованнее, чем я. Я благословляю тебя Я благословляю тебя и разрешаю тебе и разрешаю тебе быть круче, чем я быть круче, чем я во всех отношениях. во всех отношениях. И даже если это будет так, Если, даже если это будет так, это не значит, что ты предаешь меня. это не значит, что ты предаешь меня. Я буду радоваться каждому твоему успеху, Я буду радоваться каждому твоему успеху, даже когда даже когда я буду говорить тебе об этом. я буду говорить тебе об этом. Я буду гордиться тобой. Я буду говорить с тобой. Я разрешаю тебе, Я разрешаю тебе, благословляю тебя благословляю тебя на достижение больших целей, на достижение больших целей, масштабных целей. масштабных целей. И даже если Даже если у меня это не получалось, у меня это не получилось, это не значит, это не значит, что не нужно туда идти. что мне нужно туда идти. Ты можешь смело идти туда. Ты можешь смело идти туда. И этим ты меня не предашь, Этим ты меня не предашь. потому что ты и так принадлежишь мне по праву рождения. Ты и так принадлежишь мне по праву Рождения. рождения. Я никогда тебя не отвергну. Я никогда тебя не отвергну. Угу. Теперь посмотри на папу, что ты чувствуешь. Любовь, Хочешь его обнять? да, Угу. Обними его. обняла, Угу. прыгаю. Да, я такой маленький ребенок. Угу. Я отца люблю. Как смотрит мама на это? Она очень нормально смотрит, Одобряет. одобряет. Угу. Папа говорит, я люблю тебя, Я люблю тебя. я горжусь тобой. Я горжусь тобой. Угу. Как ты себя чувствуешь теперь? Такая легкость. Знаете? Блин, вообще легкость. Я себя чувствую ребенком. Я сейчас хочу своей маме и своему отцу позвонить. Угу. Я сейчас позвоню после этого разговора. Я отцу позвоню, спрошу, как у него дела. Хоть я и этого не допускаю себя, но я сейчас позвоню. Мы за раз практически 3 разбора сделали. Это принятие себя, принятие... Нет, это Мам. получается принятие мамы, принятие папы и принятие родителей как пары. И тут автоматически, когда ты их принимаешь, автоматически ты себя принимаешь. Вот и баланс в моей жизни. Да, ты же Ой. хотела баланс. Энергия. Я хочу учиться. Я хочу поговорить с отцом. Я хочу поговорить с мамой. Нравится такое? Да. И цвета, мне кажется, самые идеальные. Да. Это я белая. Знаете, типа, в ней делах где-то так. Вестендой, но не вестендой. Мама розовая, нежность во всех делах, а отец как главный человек. Мужчина. Да, в любом случае. Да, и цвета тоже подбирала специально. И вот это когда подбирала отцу, я думаю, почему он такой маленький? Взяла и черный большой поставила. Хотела маму маленькую взять, потом подумала, а почему она маленькая? Она же огромная, мне кажется, и вот так. Я вот тут хотела... Черное, чтобы видишь, маленькую. здесь ты смотрела же глазами мамы, Да. потом это агрессивное было. А могла реально зеленая, да, Да, например? да, да, да. Это, А вот этот цвет классный. а здесь сейчас он уже смотрится нормально, видишь. Да, ну все равно дополняет. Классный цвет. А себя как выбирала? Я выбирала себе маленькую, чистую душу. Даже ноготочки, видите?
Капец, я устала от этого разбора. Мне прям жүрегім бошады. О, там модный. Я такая, все открываем. Жүрегім қысылып кетті менің. Потом когда маму отпустила, вот принятие лунной гель меня конкретно отпустила. Резко отпустила. Там столько обид было, да? мне? Да, прям вот здесь прям стояла. Грудь. Все, закрывай. То, что я 2 суток не спала, вот это все, знаете, вот так, с рук сняло. Я сейчас Энергия, да, Да, появилась? я не хочу сейчас спать. Я сейчас поговорю с родителями и сделаю то, которое я не сделала месяц назад. Это план. Передам дверь bitпейт, конечно, да? Да. Рахмат, это было очень хорошо. И ты призналась, кто-то, да? Кто я? Аминь. Все, айымдар, сіздерге қандай болды разбор? Көріп отырған айымдарда да көбінше аябай көп трансформация болады да. Қандай трансформацияларды ала алдыңыздар өзіңіздер үшін бөлісе кетіңіздер бұл жақтан. Қазір мен кішкене. Так, өзіме келейін. Себя покажу. Барыңыздарға құтман кеш, қандайсыздар? Мен сіздерге кеше өзімнің разборымды болған, бірақ текстін айтқан емеспін, ол слишком сложный разбор болчу. Бұл ата-ана разбор медитациясы по идее. Ата-ана разбор медитациялары менде білесіздер. Дверь закроешь, Мариам. 7 медитациядан тұрады. Но без азыр ошонун 3-өсүн алып туруп, могул жактан бир разборду бүтүрдүк да. Это тоже возможно. 7 апага, 7 атага барган жокпуз, көрсөңүздөр. Просто ата-энени кабыл алуу темасына келелик. Апаны кабыл алуу, атаны кабыл алуу, экөөнү жубай катары кабыл алуу. Сиздерде кандай эмоциялар болду? Балким өзүңүздөрдө какой-то бир болдоруңуздар чыкты. Бул жактан подробности сиздерге айтпадым, просто бул жактын историясын мен аябай жакшы билем, что там происходило, вот это все. Ошондуктан мага бул жактан разбор кылыш мындай оңой болду да. Бүт историяны мындай изнутри билгенде, любой айым разборго келгенде мен биринчи бүт барам сураймын да. Какая история, какое отношение. Сурап туруп, исходя из этого разбор болот да. Сиздерде кандай ойлор болду, тоже жаза кетиңиздер. Вот ата-ана разбор медитациясын деле, по сути, ушундай алып туруп, разборго салса, бул жактан тоже болот. Это тоже возможно, эффект тоже. Биз азыр бул жактан 3 разборду бир кылдык, 3 в одном. Но в то же время аябай бир конкретный бир целге жеттик да. Баягы жеңилдик келгенден кийин ошончо калтырып салбай, принятие папы тоже ата-ана дагы кабыл алуу да. Ата-энени кабыл алуу бир разбор менен. Бул жакка оюңуздар жаза кетиңиздер. Муну сиздер ата-ана разбор медитацияларынан күндө бирден жазсаңыздар болот. Ар бирин өзүнчө жазсаңыздар болот. Потому что самостоятельно жасаганда бул кичине эме болот да, кыйыныраак болот да. Мындай со стороны мисалы мен жасап атам, башка адамга жасап атам. Мен мындай адамдын полюсуна кирбейм, анын переживаниясына кирбейм, поэтому мне легче. Мага оңой болот ошонун баарын жасап адамдан чыгарып салган. Адам өзү үчүн бир нерсени жасап атканда ал немножко всегда тяжелее. Өзүнүн эмоцияларын баарын чыгарып, бүт баарын ордуна коюш кыйыныраак да. Ошондуктан ата-ана разбор медитациялары мен атайын медитация форматында бергем. 7 медитацияга бөлгөм, бүт баардыгын, чтобы по отдельности адам спокойно жасай бериш үчүн күндө 20 мүнөт убакыт бөлүп эле бир медитацияга. Ошол бул жактан биз тереңге кирген жокпуз. Байкасаңыздар, баягы 7 апа, 7 ата дегенге вообще жолугон жокпуз. Потому что бизге именно ата-энени кабыл алуу керек болчу да бул жактан. Качан адам ата-энени кабыл алганда ичинде, внутри, мындай өзүңөрдүн мындай жагыңардын бөлүп койго да, мына оң тарабыңар атаңар, сол тарабыңар апаңар. Эгерде силерде ата, апа кабыл алуу алынбаган болсо, силер өзүңөрдү кабыл албайсыңар. Бир жагыңарда там бутуңар жок, бир жагыңарда колуңар жок, бир жагыңарда көзүңөр көрбөйт, бир жагыңарда мурдуңар дем албайт, бир жагыңарда оозуңарга ышык деген сыяктуу да, пока өзүңөрдү кабыл алмайынчачы, именно ошол состояние боло берет сиздерде. Ошондуктан ата-энени кабыл алмайынча дальше жылышта вообще толку жок да, разборго барыштын толку жок. Ошондуктан обязательно эң биринчи ата-энеден баштайбыз. Ата-энени кабыл алган соң анан дальше терең кетебиз да. Андан ары кетсе болот. Любой проблемада, абсолютно не проблема болгондо, просто эле ата-энени проработка кыларыңыздар. 90%
бул бала кезден келген окуяларда 90% пока ата эне кабыл алмайынча, баягы травмалардын баары чыкмайынча ичиңердеги бул нерсе кайталана берет да. Ошол мына азыр бул жакта разбордо баягы апасына болгон обидада баягы 3-классында атасы менен ажырашып кеткен учурда калып калган да. Ошол жакта застревать этип калган. Ошол жактан чыкпай калган. Ошол возрасттан. Эми 3-класстагы кызда элестетиңиздер. Акча болобу, мамиле болобу, негизи эле иши жүрүшөбү, принцип болобу, нет. Ал жакта эч нерсе жок, абсолютно эч нерсе жок. Потому что ошол возрастта боль болгон, ошол болдо баягы ата энеден мээрим келген эмес, атасы кетип калды үй бүлөдөн. Бул жактан элестетиңиздер, ажырашып кеткенде, өтүп кеткенде неважно, бала үчүн бул целый мир, өзүнүн бир бөлүгүн жоготуп койгондой болот да, өзүнүн жарымын жоготуп койгондой болот. Атасы кетеби, апасы кетеби айырмасы жок. Экөө кеткенде вообще өзүн толук жоготуп коет ал кезде бала. Бессознательно каким-то образом чоңоет, бирок баягы подсознаниясына калып калат ошол бардыгычы. Ошол жоготуп койгондо, жакын адамын бир бөлүгүн жоготуп койгондо, баягы апасы поддержка бербей, наоборот, оготур басып койгондо, ошол кезде баягы кичине поддержка берип койгондо, мындай колдоп койгондо, бул история болбойт болчу да. И бул история ар бир адамда бар. Өзүңүздөр эстеп көрсөңүздөр, ар бириңиздерде ушундай история бар. Ата энеси кетпесе деле, бир жактан атасы урушуп коюп, апасы урушуп коюп, бир окуя болуп кеткенде, мындай поддержка жетпей калганда бүттү, ошол жакта баягы бала застревать этип калып калат да. Вот ошондуктан ошол жактан чыгыш керек. Баары келип баягы эле балалыкка такалат да, бала кездеги травмаларга такалат. Мен азыр өзүмө разбор болгон сайын баягы детстводагы болдорум чыга берет да, улам четинен чыга берет да. Потому что подсознание не кылат, болдон адамды сактайт, качырат. Подсознание эч качан адамга болду ачып бербейт. Адам издене берет, каза берет, эмнеге ишим болбой атат, эмнеге тигиним жүрүшпөй атат, эмнеге бул жагым болбой атат. На самом деле бүт бардыгы подсознаниеда монтип, мындай замок болуп ключка бекилип турат. Анткени ал жакта боль бар. А бизге болдун кереги жок. Эгерде боль болсо, оору бар болсо, адам эмне болот, өлүп калат. Адам жашашы керек. Менин функциясы ошол, адам жашашы керек. Значит, ал болдон алып чыгыш керек. Ал жака таштабаш керек, яны ачпаш керек. Настолько жаап коет. Мондай разбордон, анан разбор медитациялардан бул чыгат да. Подсознание ошол моментте конкретно ачылат. Квантовое поледе всегда подсознание ачып берет. Ошол именно чыккан нерсенин баарын проработка кылабыз. И бул жакта бир разбор менен бүтпөйт бул нерсе. Каждый раз улам бир боль чыга берет. Эмне үчүн, мисалы, сиздерге айтам, ата эне разбор медитациясын алып постоянно жасагыла деп. Эмне үчүн айтам, разборду алып постоянно өзүңөр үчүн жасап турула деп. Чтобы ошол чыккан болдорду жаап туруш үчүн, жакшы болуп келип туруп кайра артка кетип баштадыңарбы, значит, какой-то бир боль сизди кайра артка тартып баштады. Подсознаниеда бар да, аяка барба, там страшно, аны кылба, там страшно деген. Подсознанияга сигнал бар, все, ал подсознание автоматически ошол сигнал иштетет да, сизди артка тарта берет. И биз ошол блоктордон улам чыга беребиз. Эмне үчүн, мисалы, бир эле жолу психологко барып коюп же, бир эле жолу разбор кылып коюп же, бир жолу медитация кылып койгондо результат болбойт. Ал ошол кезде, ошол моменттен чыгасыздар, ошол историядан. Жүрүп анан кайра бир моментке түшүп кетесиңер. Бул регресс деп коет да, кайра артка секирүү деп коет да. Регресс дегенде силер алдыга кетип атасыңар, кетип баратып какой-то бир ситуацияга такалдыңар. Ал ситуацияда бала кезиңерде башкача фундамент курулуп калган, баягы коркуу сезими, эч ким колдобогон, эч ким түшүнбөгөн нерсеге курулуп калган бул жакта, И бүттү могу жака конкретно бир жерге келгенде, мисалы, элге чыгаарда, бизнес ачаарда, выступать этерде, баягы мээдеги подсознанияда программалар эле чыгып эле иштей берет да адамда. Эмне үчүн? Анткени ата эне биздин келечегибизди, биздин жашообузду формировать этип берет, баардыгын куруп берет, ушунча фундаментти куруп берет. Ошол фундамент, исходя из этого фундамента биз өзүбүздүн жашообузду курабыз да. Анан любой учурда биз ошол фундаментке кайрылабыз, ошол базага кайрылабыз. Башында баягы тамганы кандай жаттасаңар, сөздү кандай жаттасаңар, өмүр бою ошондой айтып каласыңар. Особенно баягы англис тилин үйрөнүп атканда, чет тил үйрөнүп атканда туура жатта сөздү дейт да. Постоянно ошондой айтып каласың депчи. И бул фундамент кандай түзүлүп калган болсо, жашооңордо деле ошол реакция. Мисалы, бул жакта коркуп атасыңар, элге чыга албай атасыңар, же мамилеңер начар болуп атат, финансы болбой атат. Возвращаемся баягы бала кездеги ошо программа каяктан келген? Ата эненин ортосунда кандай мамиле болгон, ата эненин ортосунда там кандай финансы кыйынчылыктар болгон. Сиз аны билбейсиз, унутуп калгансыз, бирок баягы жаныңыздагы жүргөн бала, анын подсознаниясы как губка иштейт. 24/7 баягы жаздыра берет бүт баарын. Жаңы төрөлгөн баланын сознаниясы таза болот да, эч нерсе жок.
И вот все, что вокруг происходит, айланасында бүт болуп аткан нерсе, сөздөрү, сүйлөшкөндөрү, ата энесинин мамилеси, айланада баардык нерсени губкадай ала берет да, впитывает в себя. Баягы 3 жаштан кийин кеш дейт го, китепте деле бар го, 3 жашка чейин сиңир баланын мээси деп, 7 жашка чейин. Вот 7 жашка чейин баланын мээси насколько формируется, анан кийин ошол 7 жашында болгон нерсенин баарын алып эле жашоосун эле кайталай берет. Мультиктен көрүшү мүмкүн, кинодон көрүшү мүмкүн, абсолютно ар кайсы жактан келет баягы установкалар. Но основной базаны ата эне берет бизге. Либо кимдин колунда өссөңүз, ошол адам берет сизге. Вот откуда все это идет. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Именно эң биринчи ата энени проработка кылабыз. Именно ошол жактан баштайбыз. Мен сразу айтат элем, именно вот азыр ата эне разбор медитациялар болуп жаткан 3 разборду бир разборду алдык. Просто ошондон баштаңыздар. Любой нерсени ата энеден баштаңыздар. Какой-то боль болуп атабы, бир жериңи толуп атабы, возвращайтесь ата энеге, ищите там, выводите себя, ошол жакта историяны өзүңөрдү чыгаргыла. То есть баягы мээге сиңип калган подсознаниядагы программаларды өзгөрткүлө, мээдеги мондай түзүлүп калган нейрондорду үзүп, жаңы нейрон создавать этиш керек. Разбордон, допустим, разбор медитацияларын биз эмне кылабыз? Ошол эски нейрондорду үзүп, жаңы нейрондор создавать этебиз. Анткени биздин подсознаниябызга бул реально болуп атабы, же болбосо сиздин мындай воображенияңызда болуп атабы, вообще айырмасы жок. Эмне үчүн баягы кыялдангыла, элестеткиле, визуализация кылгыла дейт. Анткени подсознаниябызга баары ал чыныгы жашоодо болуп атабы, же сиз жөн эле элестетип атасызбы? Абсолютно баары. Демек, биз өзгөртсөк болот. Адам жашоосун кантип өзгөртөт? Именно ошо баягы бүт жашоосунда болгон нерсени жаңыдан кайра программаны жаздырып чыгып өзгөртөт. Эски программаны алып салат, проработка, в нашем случае проработка кылып, анан ордуна жаңы программаны киргизет. Все, этим все меняется. Мында эң бат результат бере турган, быстрый эффект бере турган именно разборлор, именно квантовый поледе болгон иштер. Ал жактан бүт баары мында аябай бат жүрөт, потому что квантовый полянын убакыты жок. Там нету времени, понятия времени там нету. Абсолютно. Убакыт деген түшүнүк жок ал жакта. Ал жакта бүт бардыгы моменте бир моментте болот. Ал жакта кече, эртең, бүгүн деген нерсе жок. Неважно кайсы возраст болот, сиздин кайсы жашыңыз болот, ата энеңиздин кайсы возрасты болот, любой моментте квантовый поледе любой нерсени өзгөртүп койсо болот. Это у нас есть время, понятие время бизде бар. Убакыт деген түшүнүк адамдарда бар. Но квантовый поледе ал түшүнүк жок. Ошон үчүн бул аябай бат иштей турган инструмент да. Ошондуктан бул жакта результаттар бат болот. Потому что сиз бул жакта бат өзгөртөсүз, бүт баарын поменяли, баягы установканы, баягы образды, баягы бала кезиңиздеги какой-то картинкаларды өзгөртүп койдуңузбу, бүттү, ал жакта база өзгөрдү, баягы база эскиси өчтү дагы, жаңы программа кирди, и исходя из новой программы жашооңуз улантып кете берет. Эми 7 жыл ичинде ал жака эмне деген программалар кирет, пока ата энеден кеткичек эмне деген программанын баары кирет. Ошондуктан муну улам мындай запрос болгон сайын, улам проблема болгон сайын четинен ачып проработка кыла бересиз. Вот для чего именно ошон үчүн ата эне разбор медитациялары, именно ошон үчүн разбор темасы керек. И все. Ошо мен бул эфирди сактап коеюн, азыр 5 мүнөттөн кийин мен сториске чыгам. Именно разбор, ата эне разбор медитациялары боюнча бүгүн жума жагылгана беремин дегем. Эфирди сактап коем. Суроолор болсо мага жазыңыздар, личкага жазыңыздар, WhatsAppка жазыңыздар. Баардык суроолоруңуздарга жооп берем.